Здравствуйте! Сегодня наша солнечная республика отмечает 106 лет со дня образования. Национальное телевидение и радио Чувашии сегодня весь день работает в прямом эфире и показывает самые главные моменты празднования Дня Республики. Прямо сейчас мы находимся в самом сердце города Чебоксары на Красной площади. Меня зовут Юлия Важенина, и сейчас я расскажу вам о самых главных и интересных моментах празднования Дня Республики. Дата 24 июня, конечно, выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1920 году, на политической карте страны появилась новая территория. Чувашскую автономную область центром, городом Чебоксары, сформировали из территорий, входящих в состав двух губерний – Казанской и Симбирской. Но самый главный национальный праздник утвердили в 1995 году в честь 75-летия автономии. Уже традиционно накануне Дня Республики в разных районах нашей Чувашии проходят Акатуи, Сабантуи. Это праздник окончания весенне-полевых работ. 24 июня в республике – это выходной, но, конечно, не у всех. Я надеюсь, вы в числе тех счастливчиков, которые сегодня отдыхают. Ну а те, кто работают или просто сидит дома и не хочет выходить, Национальное телевидение и радио Чувашии и ведет прямую трансляцию и рассказывает и показывает самые интересные моменты празднования прямо в прямом эфире. Немного расскажу о событиях этого дня. Помимо праздничных мероприятий, сегодня в поселке Кугеси открылся новый спортивный стадион. Глава Чувашии Олег Николаев посетил музей «Бичурин и современность». В 2025 году здание музея реконструировали в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы. В результате увеличилась общая площадь здания, появились дополнительные метры для залов выставки «Чувашская вышивка» и помещений фонда хранилища. 8,5 миллионов рублей выделены в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктуры культуры» нацпроекта «Семья». Благодаря им в музее появилось выставочное оборудование, трековые системы оповещения, мультимедийные комплексы, ну и фондовое оборудование. Также сегодня в поселке Кугеси открылся МФЦ «Мой семейный центр» и Центр активного долголетия «Мой социальный центр». Сейчас действуют 8 таких центров. За все время работы семейных МФЦ их услугами воспользовались более 54 тысяч семей. Только вздумайтесь, какие это цифры. В рамках стратегии развития к 2030 году для жителей Чувашии станут доступны еще 14 таких семейных многофункциональных центров. В этом году празднование Дня Республики проходит в усеченном формате. Основная площадка, как всегда, Красная площадь столицы Чувашии. Вторая точка расположилась в деревне Чиршкасы Сермопосинского сельского поселения Чебоксарского муниципального округа. Уже с 11 утра там выступали коллективы 34-го Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». Сейчас эти коллективы здесь, так что у вас есть возможность приехать на Красную площадь и вживую услышать выступления участников. Возвращаемся к празднованию сегодняшнего дня. В полдень на поляне Солнечная в деревне Чиршкасы все присутствующие встали в хоровод дружбы. На площадке прошел и всечувашский Акатуй. Выступал государственный ансамбль песни «Пляски» и коллективы нашей прекрасной Чувашии. Можно было полюбоваться масштабной экспозицией техники на выставке ретро-тракторов, посетить фестиваль «Этноподиум», ну и оценить коллекции членов Евразийской ассоциации этнодизайнеров из регионов России, ну и из, конечно же, предприятий Чувашии. В Чиршкасах весь день шел гастрономический фестиваль. На нем презентовали традиционные рецепты народов России. Также прошли мастер-класс, ну и, конечно же, была дегустация разной продукции. На поляне Солнечная прошел Кубок Чувашской Республики по национальному виду спорта кирежу и по автомобильному спорту ралли-спринт. Также соревнования по масс-рестлингу и состязания внедорожников джип-триал. Но, пожалуй, на мой взгляд, самая зрелищная площадка – это, конечно же, джигитовка. Наездники демонстрировали чудеса ловкости, смелости и высокого мастерства в паре с конем. Я вот на самом деле сейчас рассказываю и прям жалею, что меня не было на этой площадке. Думаю, было очень атмосферно и масштабно. А прямо сейчас мы находимся в самом сердце столицы Чувашии, на Красной площади. Именно здесь проходили и проходят самые важные исторические события. Именно здесь 106 лет назад провозгласили декрет о создании чувашской автономии. Это место нашей гордости, историческая точка, ну и, конечно, центральная достопримечательность. Сегодня здесь, естественно, тоже проходят мероприятия. Второй день на Красной площади проходит 24-й всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». В год единства народов России конкурс посвятили традициям в творчестве народов нашей большой страны.
Проект объединил 110 мастеров со всей России. Столько заявок прислали в рамках первого отборочного этапа. 56 человек из 22 регионов получили приглашение в Чебоксары. В их числе республики Дагестан, Мариэл, Удмуртия, Владимирская, Костромская, Ленинградская, Новосибирская, Тульская, Калужская, Самарская, Нижегородская области. Честь Чувашии защищают 7 мастеров декоративно-прикладного искусства. Всего же участники соревновались в 10 номинациях. Среди них глиняная игрушка, резьба по дереву, гончарство, художественная береста, ткачество поясов, лоскутное шитье, вышивка. В 15 часов на Красной площади прошел гала-концерт «Ожившая карта России». Затем праздничное настроение дарили участники 34-го фестиваля народного творчества «Родники России». В 19:30 нас ждет театрализованное представление. Сразу после, в 8 вечера, Олег Николаев вручит гран-при главы Чувашской республики 24-го всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь. Мастеровая. Ремесленный край». А прямо сейчас рядом со мной директор Национального музея Ирина Меньшикова. Ирина Петровна, здравствуйте. Добрый вечер. У нас сегодня замечательный праздник, 106 лет со дня образования республики. Расскажите, пожалуйста, Ирина Петровна, а что для вас этот праздник? Ну, можно я поздравлю? Конечно. Да, всех, кто смотрит, видит, и всех нашу республику с днем. Действительно, это праздник, который нам говорит о том, что мы есть, что мы развиваемся. И когда к нам приезжают, мы живем в Чувашии, для нас это нормально, но когда к нам приезжают те чуваши, которые живут за пределами, а их порядка 40%, то, мне кажется, они себя чувствуют приобщенными к единому народу чувашскому. И иногда мне даже кажется, что они больше чуваши, чем мы те, которые живем здесь, потому что они с таким трепетом спрашивают о нас, сохраняют обряды, которые особенные у них на территории. Поэтому для меня это праздник единения не только всей республики, но и всего чувашского народа. На самом деле, даже у меня говорят, мы с друзьями, вот когда они приезжают, мы все больше гуляем по республике, и я сама замечаю какие-то изменения, так что это вообще очень здорово. Да. Ирина Петровна, сегодня после реконструкции открылся музей Бичурина «Современность». В следующем году мы отмечаем прекрасную дату, 250 лет со дня рождения нашего великого земляка, выдающейся личности Никиты Бичурина. Вот как меняется внимание к этой выдающейся личности и вообще к музею с годами? И вот насколько китаеведение сейчас пользуется популярностью, на ваш взгляд? Ну, китаеведение пользуется огромной популярностью. Это не новость для нас, для всех, поскольку торгово-экономические отношения все больше и больше развиваются. Вместе развиваются и культурные отношения. Вот сегодняшняя экспозиция, которую мы сегодня открыли, она, конечно, как раз говорит о диалоге культур. У нас замечательная вышивка, и мы знаем, что китайские мастера тоже славятся вышивкой шелковыми нитями. У них костюм весь в вышивке. Поэтому вот здесь вот как раз экспозиция рассказывает об этих параллелях. Ну и, конечно же, рассказывает о выдающейся личности, о Бичурине, поскольку это человек, который известен не только у нас, к нему с большим огромным трепетом относятся и в самом Китае, поскольку это человек, который создал первый русско-китайский словарь. И я знаю, что у синологов словарь этот до сих пор пользуется популярностью и является настольной книгой. Вот. И то, что сделал Бичурин не только для Чувашии, мы им гордимся, потому что он у нас здесь родился, а для России это, конечно же, очень важно. Поэтому вот у нас появился музей Бичурина «Современность». Это не сегодня, да. Мы делаем ремонт, реконструкцию, развиваем этот музей. И я думаю, что на следующий год, в год его юбилея, будет достаточно мероприятий, посвященных этому человеку. На самом деле очень здорово. Музей вообще хранит историю, ни для кого это не секрет. А вот на ваш взгляд, что важно сохранить сейчас для будущих поколений? Вообще важно сохранить все. Но если вы меня спрашиваете, что именно, то это, конечно же, связи, прежде всего связи между поколениями, а эту связь мы передаем через традиции, через понимание, о чем думали наши прадеды, о чем думают наши родители, да, и принимая вот эти вот наши традиции, ценности нашего народа, культуру нашего народа, мы должны передать им будущим поколениям, потому что именно культура дает возможность человеку почувствовать себя, свою идентичность. Вот кто я такой? Я чуваш, я русский, я татарин, да?
А это передается только через культуру. Поэтому это очень важно сохранить, чтобы наши предки не потерялись в огромном мире, в экономических каких-то технологических изменениях. Культура дает нам понимание, кто я есть и откуда родом. Мы как раз этот праздник позволяет нам почувствовать это вот на себе каждый год. Ирина Петровна, большое спасибо, с праздником вас еще раз. Можете присоединиться к празднованию, а мы продолжаем, да. Прямо сейчас я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире на Красной площади. Отсюда мы ведем прямую трансляцию с Дня Республики, 106-летия со Дня образования нашей прекрасной солнечной Чувашии. Здравствуйте. Рядом со мной, я так понимаю, ансамбль из Липецка. Все правильно, ансамбль из Липецка. Ой, запутался в своих бумажках. Так. Ансамбль «Раздолье». Да. Правильно, это вы? Здравствуйте. Ансамбль народного танца «Раздолье». Ансамбль народного танца «Раздолье». Мы приветствуем вас в Чувашии. Расскажите, пожалуйста, как вам в нашей республике? Уже успели что-то посмотреть? Да, мы уже успели посмотреть прекрасные места, достопримечательности. Это вашу набережную, это ваш дворец культуры, где мы уже проводили репетиции. И в основном у нас были процессы репетиций, поэтому обширно еще пока не успели. В первый раз принимаете участие в «Родниках России» или уже были членами этого прекрасного фестиваля? Ансамбль «Раздолье» уже принимал участие, но именно мы впервые. Как вам ощущения от фестиваля? С каким номером приехали? Рассказывайте. Мы приехали с номером «Петухи, трепак, калинка». Далее у нас был лирический номер «Белолица, круглолица». И также наша была визитная карточка, это Семеновна, которую мы представили на открытии и сегодня уже на основном гала-концерте. Как прошел фестиваль для вас? Честно, нам безумно понравилось все. Мы вдохновлялись творческими коллективами, их энергетикой. Они были настолько заряжены и прекрасны, что мы это не могли не заметить. Поэтому спасибо вам большое за приглашение. Приедете еще на следующий год? Надеемся, что, конечно, да, приедем. У нас сегодня 106 лет со дня образования Чувашской автономии. У вас есть уникальная возможность поздравить жителей нашей республики и вообще гостей, зрителей национального телевидения с этим прекрасным праздником. Ну что, ребята, поздравим? Конечно. С праздником вас поздравляем! С праздником! Большое спасибо. Продолжайте участвовать в фестивале. Я вас прошу пройти дальше. Спасибо большое. Я напоминаю, мы находимся на Красной площади. Здесь у нас идет празднование Дня Республики, 106-летия со дня образования и автономии. И я уже вижу следующий коллектив, готовый ко мне присоединиться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы откуда? Здравствуйте, мы из славного города Гороховец древнего, Владимирской области. Супер. Первый раз принимаете участие в «Родниках России»? Наш коллектив принимает не первый раз участие, но в этом составе в первый раз. Так, у вас состав больше 2 человек? Конечно же. У нас сегодня заявлено 6 человек, а так у нас еще больше. А с каким номером вы сегодня приехали? Мы сегодня приехали с несколькими номерами. Они относятся как к нашим народным владимирским традиционным, так и к русским плясовым. Для зрителей национального телевидения кусочек исполните? Кусочек? Ну вот только что. Эх, песня наша русская, эх, птица, да в небе вольная, нежная и грустная, эх, словно степь раздольная, звонкая, застольная, как ты хороша. Песня наша русская, эх, русская душа. Браво, браво, очень красиво. Рада, что вы принимаете участие. Успели что-то посмотреть в Чувашии? Как вам наша республика? Ой, очень замечательно. Отличные отношения. Замечательно встречают. Это уже, наверное, притча во языцах. Так все замечательно, хорошо. Такие добрые люди, прекрасные. Успели посмотреть. Сегодня выступали в Новочебоксарске. Очень красивый город, очень хорошие люди. Просто прекрасно. Я думаю, сейчас зрителям из Новочебоксарска будет очень приятно это слышать. Новочебоксарск, привет! Есть возможность поздравить жителей нашей республики с Днем Республики? Да. Уважаемые жители Республики Чувашия, поздравляем вас с Днем Республики. Всего вам хорошего, отличного настроения и долгих лет. Большое спасибо. Спасибо. А прямо сейчас мы можем переместиться на... Алла Леонидовна. Алла Леонидовна идет к нам. Прерываем эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Днем Республики. Вы прекрасны.
Алла Леонидовна, мои слова забрали. Я вам хотела сказать, как вы прекрасно выглядите. Обменялись этими словами. Обменялись. Это очень всегда радуется. Мы сейчас идем с мероприятия «Я женщина будущего тысячелетия», где в филармонии собрались почти 600 наших лучших женщин Чувашии из разных районов республики, разных профессий, все прекрасны. И вот на этом вдохновении все-таки у нас, конечно, прекрасные женщины. Может, потому что Чувашия, она сама по себе, она. Я сейчас просто растаю, Алла Леонидовна, как всегда, такие замечательные слова. 106 лет нашей с вами прекрасной солнечной Чувашии. Что для вас значит этот праздник? Ой, ну, конечно, этот праздник очень сокровенный, как и для всех, кто родился в Чувашии, кто свою жизнь посвятил служению нашей любимой республики. Все очень тонко, даже через то, что это традиции, это наша история, которую мы бережно храним и передаем своим детям. Сегодня вот нашла детскую фотографию, когда мы были на Пахатере, и мне было, наверное, лет 8, и я вот в костюме нашего Пахатере в Москве с мамой около парка Горького. Я поняла, что я уже тогда была амбассадором нашей чувашской вышивки, нашего чувашского орнамента и так далее. Мне было приятно, но я к этой фотографии не возвращалась более 30 лет. Это такой очень хороший, тонкий момент. Что касается профессиональных моментов, то, конечно, работая в городе, работая в правительстве, все мероприятия, которые проходили в этот день, это работа большой команды, которая для меня очень родная. И сегодня мы на всех площадках и с вами встречаемся, и с коллегами, которые работают. Это за них переживания в том числе. Вот это для меня, тоже День Республики. Ну и, конечно, Родники России. Это день, когда мы говорим про наше гостеприимство и дружбу. Сегодня сколько хороших коллективов со всей России приехало, потому что мы отличаемся, и, наверное, это наша сильная сторона, что мы не просто любим встречать гостей, как чуваши, мы еще окружаем их теплом, заботой, вниманием, очень искренним, не шикарным, а вот именно сердечным и искренним гостеприимством. Это, мне кажется, очень важно. Алла Леонидовна, как депутат Госдумы, вы очень часто проводите время вдали от нашей республики. Скучаете? Ой, вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день наш председатель Вячеслав Викторович Володин отстроил такой график, что у нас обязательно пленарная региональная неделя, Если уж для чистоты отношений, как говорит наш спикер, то из этого месяца у нас только 2 дня из 2 недель в Москве, а все остальное время работаю здесь и в регионе, поэтому я даже иногда думаю, не надоедаю ли я. Конечно, нет. Что за вопрос? Да. Алла Леонидовна, вот как, на ваш взгляд, меняется республика с годами? Мне кажется, вот вам со стороны, наверное, немножечко виднее. Ну, вы знаете, мы за предыдущие 2 месяца вместе с депутатами Государственного совета провели 13 очень больших встреч во всех муниципалитетах, вот как раз округа, по которому я являюсь депутатом Государственной Думы. И мы выступали с отчетом по реализации народной программы «Единая Россия». Вот пример — Чебоксарский округ. Сегодня мы как раз там с вами праздновали Акатуй. Насколько... Вот более чем на 90% ведь исполнена народная программа за 5 лет. А это что такое? Это ФАПы, это здравоохранение. Только модельных библиотек открыто 6, только в Чебоксарском округе. Вот в Чебоксарах 4, а в Чебоксарском округе уже 6. Это дома культуры в малых населенных пунктах. Это дороги, это подъездные пути. Я уж не говорю про то, что впереди. Поэтому очень важно, что мы ставим твердо на результатах. А это вот я вам один округ, который сегодня является вторым по значимости по празднованию Дня Республики. И ровно в каждой меньше, чем на 80%. Но мы сами видим, как меняется социальная сфера. Вопрос в том, что что-то не доделали, это мы забираем в следующую 5-летку. Ну и, конечно, наши жители, опираясь на результат, который мы вместе проработали, уже идут, инициативное бюджетирование. Сколько проектов людей поддержано главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым из республиканского бюджета. Ни одна инициатива, которая была собрана с жителей в этом году, все получили поддержку со стороны республиканского бюджета. А это и въездные стелы в деревне, это кладбище, это мемориалы, это вечные огни, которые открываются в каждом муниципалитете. Это очень важно. И главное видеть, вот те изменения очень хорошие, очень добрые, которые происходят, и не отрицать. Вот тогда мы обернемся с вами вокруг. И вот я смотрю сейчас на розы и знаю, что мы их посадили, наверное, лет 7 или 8 назад. Они до сих пор. Да, и они разрослись, потому что наша была как раз и работа с Зеленстроем, мы это обсуждали в свое время, что Чебоксары готовы по климату к розам. И это многолетники, и клумбы. Вот смотрите, какой розарий прекрасный.
Алла Леонидовна, ну как региональный куратор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», не могу спросить, как в этом направлении мы движемся? Что сейчас необходимо? В чем нуждаются? Какие вот планы на дальнейшее развитие этого проекта? В республике, естественно. Да, но мне здесь кажется, что нужно обязательно сказать и про федеральные новеллы, которые важно знать. Это про выплаты за третьего ребенка, это за продление до 30-го года ипотеки, да, семейной. Конечно, это вот новые понятия. Мы законодательно закрепили вообще понятие «многодетная семья». Но ведь у нас появилась и студенческая, да, и стипендии сегодня для студенток приравнены к региональному уровню, а единовременная выплата сегодня увеличена в 4 раза составит 90 тысяч рублей. Да, для студентки это уже хорошая поддержка. Матери-героини приравнены героям России, и, соответственно, они начинают получать, у нас таких 6. Да, в Чувашской республике. Ну и сегодня мы также открывали в рамках Дня республики центр семейный, мой семейный центр. Это возможность безвозмездно взять в аренду их детские коляски, их столики, да, и пеленальные столики. И мы сегодня общались как раз с мамами, спросили их, что вы берете. Они говорят, ну зимой за санками. Да? Ну, насколько хорошо, на полгода дается, это же бесплатно, это очень важно, это тоже небольшая, но очень существенная поддержка, и это открывается в каждом муниципалитете, это очень хорошее, доброе дело, ну и так далее. Алла Леонидовна, большое спасибо. Я вижу, что вас уже ждут на точке празднования, так что большое спасибо, что вообще пришли. С праздником, как и всех наших жителей, дорогие земляки, с Днем Республики. Супер! С праздником. Алла Леонидовна нас покинула. Ну что ж, в 19:30, я вот смотрю на время, буквально совсем скоро начнется театрализованное представление. Сразу после 8 часов вечера Олег Николаев вручит гран-при главы Чувашской республики 24-го Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь. Мастеровая. Ремесленный край». Так что не переключайтесь, все самое интересное впереди. А я пока с вами прощаюсь, мы перемещаемся на сцену. Не золота возле города Алатыря слезы точит Божья мать, но идет не укоротится по земле моей молва, пока плачет Богородица. Родина жива,
народным творчеством поделилась с нами Воронежская область, народный ансамбль песни и пляски «Весенние зори». Ваши громкие аплодисменты, друзья. Ну а мы встречаем на главной сцене республики земляков, народный ансамбль народного танца «Сувар», Чувашская республика. Дорогие друзья, встречаем на нашей сцене Дорогие друзья, мы встречаем на нашей сцене Владимирскую область, Раздолье, заслуженный коллектив народного творчества. Тройка вдаль на рыси, колокольцам некогда спать. Испокон веков на Руси любит наш народ погулять. Настежь двери, настежь душа, свадьба и повод иной. Мы плясать идем не спеша, а потом и шаг и долой. Русские праздники, урой молодая, масленица, святки, да медовый спас. Песня мне не тесно, а гармонь лихая, устоять на месте никому не даст. Устоять на месте никому не даст. Будь желанный больше, чем гость, и гадай, судьба не гадай. Так уж на Руси повелось, радость и печаль через край. Взгляды откровеннее слов, поцелуй, как мед на устах. Молодым совет да любовь, а веселью русский размах. Русские праздники, увы, молодая, масленица, святки, да медовый спас. Песня мне не тесно, а гармонь лихая, устоять на месте никому не даст. Устоять на месте никому не даст. Ой, народ, да гуляй, народ, заводи, народ, русский хоровод. Ой, народ, да гуляй, народ, заводи, народ, русский хоровод. Русские праздники, увы, молодая, масленица, святки, да медовый спас. Песня мне не тесно, а гармонь лихая, устоять на месте никому не даст. Русские праздники, увы, молодая, масленица, святки, да медовый спас. Песня мне не тесно, а гармонь лихая, устоять на месте никому не даст. Устоять на месте никому не даст. Устоять на месте никому не даст. Владимирская область, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, вот и подошел к концу гала-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России». До новых встреч! Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие земляки, чебоксарцы и гости столицы! Иракаш пулдар хакл ендерсем хизепле ханазем еберзире пурзрада чуваш енте буявенже республика гуненче гурма шавдери хавас.
Мы приветствуем вас на церемонии официального поздравления с государственным праздником Днем Республики! Этот праздник объединяет всех жителей республики в любви к родной земле, символизирует сплочение и межнациональное согласие. Ведь Чувашия – это дом, где живут люди разных национальностей и разного вероисповедания. Мы гордимся нашей культурой и традициями. Гордимся тем, что у нас ценит труд и гостеприимство, честь и доброту, качества, которые делают нас единым народом, на каких бы языках мы ни говорили. Сила Чувашии в единстве. Быть ее частью значит ощущать духовную связь с родной землей, жить сердцем народа, делиться своим теплом и радостью. С праздником, дорогие друзья! Уя, я тебе! Чувашская народная культура – одна из самых богатых в Приволжском федеральном округе. Праздники и обряды, большинство из которых уходят корнями в глубокую древность, тесно связаны с земледельческим календарем, трудовым укладом и семейным бытом. Они отражают мироощущение народа, его отношение к природе, труду и преемственности поколений. На главной сцене республики премьера. Фрагменты из спектакля «Звучащая древность Чувашии». Проект поддержан грантом главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. Полную программу зрители увидят осенью этого года. В ней будут представлены древние чувашские традиции и обычаи, среди которых обряды свадьбы и пивоварения, праздник Сургури и многое другое. Автор музыки и слов, лауреат премии России и Чувашии Николай Нилович Казаков, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Николай Николаевич Андросов. На сцене артисты Чувашской государственной филармонии.
Энерсемер все выращи из тезев Халмулне, кенеге шесем жыраше Чем варсенку ничуне Ингерет вермалала Кайвене дехай гурат перманан шугу шамбала Ивербулна порбула пар Ивербулна порбула пар Ивербулна порбула пар И Амранда Ючын Мазырдан Курсапу их сене Якума Булгарна Хамарке Велишил до сене Паскушанда Гадак Мар Чулкавали Беди Патар Черебеди Шиковар Эвербулна порбула пар Эвербулна порбула пар Эвербулна порбула пар Эвербулна Эвербул Эвербул Була пар Эвербулна Эвербул Шарада учине, чужине, ширдам гаре, ширада халагая не ниле, самлагала хамбала, шугашлара, какаладар, учине, камоган, Эвербулна порбула пар, Эвербулна порбула пар, Эвербулна порбула пар. Эвербулна, Эвербул, Эвербул, була пар. Эвербулна, Эвербул, Эвербул, була пар. Эвербулна, Эвербул, Эвербул, була пар. Эвербулна, Уяв я тебе, юратна Чувашиень! С праздником, родная Чувашия! Для торжественного поздравления с государственным праздником, Днем Республики, на сцену приглашаются глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алла Леонидовна Салаева, председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов, Высокопреосвященнейший Саватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, муфтий централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Чувашской Республики Ильяс Хазрат Софиянов. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Ирыгаш болдар, хакла Чувашиень, пиримбатнеги зежитне ханазем. Пурнеде уявя тебе, республика гуня тебе, чундан черерень, саламладов, ырлых сывлах, тадам малалада жамбегех, прле, хастаран, утмала болдар. Дорогие земляки, уважаемые друзья, гости, которые приехали к нам в Чувашскую Республику. Я от всей души поздравляю всех с днем рождения нашей любимой Чувашии. Ну и, конечно, хочется сказать в этот день, что мы с вами гордимся тем, что являемся частью большой, великой России. В Чувашской Республике, так же, как и во многих регионах, проживает большое количество народов и национальностей. И тем самым мы, демонстрируя единство, очень доброе отношение друг к другу, смело и уверенно двигаемся вперед. Традиционно в эти дни, в День Республики в Чувашии, собрались мастера народных художественных промыслов на фестиваль «Русь мастеровая».
Также только что мы с вами увидели участников фестиваля «Родники России». Эти два конкурса, являясь традиционными, очень сильно обогащают события, которые проходят в Дни Республики. Ну и, конечно же, мы очень рады тому, что правительство Российской Федерации в лице Министерства культуры доверяет нам из года в год принимать такие значимые мероприятия. И как уже было сегодня сказано, это отчасти в том числе потому, что мы, чувашский народ, являемся источником или обладателем большого количества традиций, уходящих в глубину веков. Ну и, несомненно, эти традиции, очень тесно переплетают в веках и очень схожи друг с другом. И, самое главное, позволяют нам двигаться уверенно, чувствуя друг друга. Примером тому является вышитая карта России, и музей, который уже более года функционирует, стал любимым местом посещения большого количества туристов и жителей Чувашской Республики. В целом республика свой очередной день рождения встречает с позитивными результатами. У нас с вами открываются новые производственные площадки, запускаются новые объекты социального, культурного, образовательного назначения, конечно же, и здравоохранения. В эти дни буквально заканчиваются единые государственные экзамены, и наши выпускники все больше и больше демонстрируют хорошие результаты. То есть у нас с вами количество стопбальников из года в год увеличивается, в том числе по тем предметам, которые принято называть естественными. И все это благодаря тому, что каждый житель Чувашской Республики, искренне любя свою родную землю, делает все, чтобы наша любимая Чувашская Республика развивалась, и жизнь республики изо дня в день улучшалась. И, несомненно, это очень здорово отражается или передано нам в традициях. Вот только что коллектив Чувашской государственной филармонии, как уже было сказано, представил фрагмент будущей постановки, который очень ярко демонстрирует наши традиции, но и при этом это все организовано очень современно, очень зрелищно и, конечно же, не менее важно, передает, как уже сказал, глубинные, исконные, сильные составляющие этих традиций. Дорогие друзья, я уверен, что мы с вами, твердо опираясь на эти традиции, будем и дальше двигаться вперед. Но сегодня еще хочу сказать об очень, наверное, волнующей каждого из нас составляющей. Ровно в эти моменты на линии боевого соприкосновения наши земляки выполняют боевые задачи. Вот буквально здесь, сидя и любуясь песнями, получил сообщение от наших бойцов на передовой, которые вместе с нами сегодня радуются Дню Чувашской Республики. А мы с вами делаем все для того, чтобы их поддержать. Но мы видим, что в эти дни или в этот период, к сожалению, очень тонкая грань между фронтом и тылом. И враг, к сожалению, следуя своим неонацистским принципам, для того, чтобы посеять панику и разобщенность в нас, в обществе, бьет по гражданским объектам здесь, в том числе и в Чебоксарах. И я уверен, что такие действия только сплачивают нас, а наших ребят на передовой мотивируют еще сильнее бить врага. Ровно такие сообщения мы получаем. Я думаю, что многие из вас получают такие же сообщения. И нас это тоже здесь в тылу делает все, чтобы победа
как можно быстрее была за нами. Так было всегда. И в годы Великой Отечественной войны, и в другие сложные времена. И сейчас будет ровно так же. И, конечно же, в этом помощь, наше единство. Единство людей, которые проживают в Чувашской республике, единство людей, которые проживают в других регионах. Мы будем чтить свои традиции, взращивать исторические ценности, поддерживать друг друга в сложных ситуациях, радоваться успехам и строить нашу жизнь в соответствии с нашими традициями и целями. А сегодня еще раз всех поздравляю с Днем Республики и выражаю уверенность, что мы с вами, каждый на своем месте, так же, как и всегда, будет все, что от него зависит, чтобы сделать еще больше вклада для развития республики, ну и, несомненно, нашей большой родины Российской Федерации. С Днем Республики, Чувашия! Ежегодно на этой сцене мы вручаем специальный приз главы Чувашской Республики победителю всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Мастер-победитель, которому вручается гран-при всероссийского конкурса «Русь мастеровая», Жидяк Наталья Владимировна, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, народный мастер России, мастер росписи по дереву и бересте. Она специализируется на традиционной росписи по дереву и бересте в стиле русского севера. Мастер живет и работает в городе Великий Устюг. Работа «Победитель. Живая нить традиций». Работа выполнена на форме туиса диаметром 19 сантиметров в традиции великоустюгской сюжетной росписи. По всему периметру размещены жанровые сценки, отображающие культурные традиции народов России, праздники, гостеприимство, костюм, музыка и танцы, ремесла. Поздравляем с заслуженной наградой! Благодарим вас, Наталья Владимировна, спасибо большое. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алле Леонидовне Салаевой. Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие земляки, с праздником! С Днем нашей любимой республики! Сегодняшний праздник традиционно мы все ждем. Мы готовимся, и, как уже отметил Олег Алексеевич, это день нашей гордости. Гордости за наши достижения, гордости за нашу историю. Это ценность тех больших глубинных традиций, которые передаются в нашей республике из поколения в поколение. Сегодня, когда мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать наших защитников на передовой, для того, чтобы создать задел для мирного будущего, которое обязательно настанет, работая с молодежью и развивая социальную сферу, наши города, муниципалитеты, нашу великую республику, конечно, обязательно нам всем нужно было сегодня встретиться, всем вместе ощутить надежное плечо друг друга, гордиться результатами, которые достигаются нашими детьми при сдаче экзаменов. Что хочется пожелать нам всем? Чтобы наши дети гордились тем, что они родились в Чувашской республике, чтобы мы бережно хранили нашу историю, гордились своими предками, которые прославили нашу великую республику в мире и во всей стране, и чтобы наши дети знали об этом и с гордостью говорили о своей родине, о своей малой родине, потому что это и есть та самая главная ценность, на которой строится наш патриотизм и наше единение. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляется председателю Государственного совета Чувашской республики Леониду Ильичу Черкесову. Ирыгон хакла іштерсем, ендерсем, юлдарсем,
Фанхи уява кельня, ырыжыны мырзем, сире бурнеде, шак пысык уявба чунчеререн саламладып, ырлых, сывлых, телей, варымгынчул сунадып. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич. Добрый день, дорогие земляки и гости столицы Чувашской Республики. Искренне поздравляю вас с главным праздником нашей республики. С Днем Республики, дорогие друзья! Самое главное богатство нашей республики – это ее жители. Кто любит свою республику, кто старается укреплять его, поднимать экономику, ну и, конечно же, все делается все для того, чтобы республика развивалась. Республика многонациональная. В Чувашии проживает более 120 народов и национальностей, и все они живут в мире и согласии. И мы видим, когда идет специальная военная операция, все плечом к плечу, опираясь друг на друга, защищают русский мир. И мы в День Республики подводим итоги. О республике есть о чем говорить. Бюджет республики, как доходная часть, так и расходная, значительными темпами растет. А радует то, что растут собственные доходы. Это говорит о том, что наши предприятия работают успешно. И, конечно же, это позволяет решать все социальные обязательства, которые стоят перед правительством Чувашской Республики. Сегодня мы признаемся в любви к своей Чувашии. Мы говорим, что Чувашия, где хочется жить, работать и любить. Чувашия, мы любим тебя. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется высокопреосвященнейшему Савватию, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому. Хизепле Олег Алексеевич, Хаклет Иван Мырзем, Ендишсем, Срепурнеде, Чуваш Республика Кунибе, Шав Яджибе, Саламладып, Турран Пулужу, Ырлых Сунадып, Уяви Джибезре. Уважаемый Олег Алексеевич, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, поздравляю вас всех с праздником, с Днем нашей Чувашской Республики. Сегодня Леонид Ильич мне напомнил о том, что 30 лет назад открылась дорога к храму. Я прекрасно помню этот момент, потому что мне было достаточно... Я был тогда молодой, 27 лет. Я восстанавливал вот сейчас Свято-Троицкий мужской монастырь. И тогда приехал святейший патриарх Алексий II. И сколько было народу здесь на Красной площади. И вся площадь, и весь залив, все было заполнено народом. Это было 30 лет назад. Прошло 30 лет, я даже не могу представить, сколько это. Некоторые из нас здесь присутствующих даже еще не родились. Я люблю очень нашу республику. И среди нас нет никого, который бы ее не любил. А если он ее не любит, значит, у него нет сердца. Я также, конечно же, молюсь о каждом из жителей Чувашии. Сегодня Олег Алексеевич сказал о наших земляках, воинах. Естественно, и о них тоже я молюсь постоянно. И не только я, но все верующие люди молятся за своих сыновей, братьев, мужей, внуков, которые находятся там, которым сейчас нелегко. Господь да укрепит их. А еще я хочу сказать, что наша республика
что Чувашия состоит, как уже было сказано, из людей. А это все мы с вами. А это значит, что каждому из нас нужно не только зрелищ, каждому из нас требуется не только хлеба, каждому из нас требуется человеческое тепло, любовь. Каждый из нас нуждается в любви. И каждый из нас хочет, чтобы дома его ждали любящие люди. Поэтому я в сегодняшний день, обращаясь к каждому из вас от всего сердца, желаю, чтобы в ваших домах был мир, благополучие и любовь, и взаимопонимание, чтобы вы хранили друг друга, берегли друг друга. Это очень важно. Это очень важная составляющая человеческого счастья. Все остальное не будет иметь никакого значения, если вы не будете хранить семейный очаг. Уяв Ячбезыря. С праздником вас всех! Слово предоставляется муфтию централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Чувашской Республики» Ильясу Хазрату Софиянову. Дорогой Олег Алексеевич, дорогой владыка Савати, дорогие земляки, поздравляю с этим великим днем, Днем Республики. Действительно, если так смотреть, наша республика имеет многотысячелетнюю историю. Я хотел бы провести параллель небольшую. И по истории мы знаем, что между Русью и Волжской Булгарией было соглашение, мирное соглашение. И там написано: пока хмель не утонет и камень не поплывет, будет между нами мир. И действительно, Чувашия, которая является потомком Волжской Булгарии, волжских булгар, выращивает хмель. И действительно, у нас есть эти традиции, которые мы бережно храним. И хочу пожелать, помолиться Господу, чтобы наша республика процветала, чтобы наши люди были здоровыми, счастливыми. С праздником! Уяв я тебе! Мы благодарим наших почетных гостей за теплые слова и просим присоединиться ко всем участникам мероприятия. В великой и огромной стране мы живем. Любим и гордимся своей родиной Россией. В одной семье народов единой дружно вместе празднуем. В 2026 году Чувашия отмечает 475-летие вхождения Чувашского края в состав русского государства. Огромная многонациональная Россия стала колыбелью для молодого чувашского народа, позволила ему сохранить себя, свой язык и культуру, определила вектор дальнейшего развития. За всю историю на территории современной Чувашии никогда не было этноконфессиональных конфликтов. В крае всегда в мире и добрососедстве жили чуваши, русские, татары, марийцы и другие народы. Мы рады вам представить концертный номер «Русь державная», в котором воплощены символ и сила России. «Русь державная» – громкая премьера от Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца. Аранжировка Артема Аретова. Постановка Алексея Тимошенко. На сцене Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.
Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Ваши громкие аплодисменты! Дорогие друзья, а на этом программа празднования Дня Республики завершена. Дорогая, любимая Чувашия, мы желаем тебе процветания и мирного неба над головой. Еще раз всех с праздником, с Днем Республики! Тебіргут пурнеде паянхи уяв я тебе салматпар, мирле, таныш, пурныш сынатпар. Уяв я тебе. Чухне, полна булес, ман я батмашу, рахи, была мана чухне.